Теперь гражданам Абхазии, имеющим гражданство Российской Федерации и полис ОМС, доступен полный объем медицинской помощи в российских медучреждениях. Ожидается, что документ будет ратифицирован в ближайшее время. В будущем для получения полиса необходимо будет обратиться в столичную поликлинику, предъявив документ. Бадр Зурабович Гумба, президент Республики Абхазия, обращался к Владимиру Владимировичу Путину, президенту Российской Федерации, о том, чтобы граждане Российской Федерации, проживающие постоянно на территории Республики Абхазия, имеющие загранпаспорта, могли получать всю необходимую медицинскую помощь на территории Российской Федерации. И не только внутренний паспорт с пропиской, но и теперь на основании загранпаспорта и на основании полиса обязательного медицинского страхования можно будет оказывать все необходимые медицинские процедуры на территории Российской Федерации. Это очень важный документ, однако этот документ должен быть ратифицирован. Для этого есть определенный регламент, и по срокам, после того, как будет проведена ратификация, этот документ вступит в силу. Российские коллеги регулярно приглашают абхазских врачей, возглавляемых министром Эдуардом Будба, для участия в мероприятиях в сфере здравоохранения. Одна из таких встреч состоялась с директором Центрального научно-исследовательского института организации информатизации здравоохранения Минздрава Российской Федерации Ольгой Кобяковой. Стороны обсудили стратегическое партнерство между двумя странами в области здравоохранения, акцентировав внимание на разработке моделей для более эффективных управленческих решений, пилотных проектов, цифровой трансформации и обучения медицинских специалистов. Сложных направлений, которые также необходимо будет внедрять в Республике Абхазия, это цифровая трансформация в отрасли. Мы говорим о цифровизации здравоохранения, по IT-технологиях. И один очень сложный, но очень нужный вопрос, который также реализуется под эгидой Минздрава Российской Федерации, это и обучение для организаторов и специалистов здравоохранения. Этот научно-исследовательский институт находится под прямым подчинением Минздрава Российской Федерации. И в мае месяце приедет большой десант российских специалистов для планирования тех вопросов, которые мы обсуждали непосредственно в Российской Федерации. Коллеги обсудили дорожную карту совместного плана мероприятий двух министерств. Одной из ключевых тем стало повышение эффективности работы медицинских учреждений, в частности, реконструкция Центральной районной больницы. Также был поднят вопрос подготовки и повышения квалификации медицинских работников за пределами республики. В рамках рабочего визита в Москву Эдуард Будба встретился с директором Национального медицинского исследовательского центра трансплантации органов имени академика Шумакова Сергеем Готье. В ходе встречи обсудили возможность лечения в России абхазских пациентов, находящихся на гемодиализе. У нас 61 гемодиализный больной, который получает услугу гемодиализа на территории Республики Абхазия. И я вам так хочу сказать, что вот в Российской Федерации, если есть полис обязательного медицинского страхования, то очень большое количество всех этих погружается в этот полис обязательного медицинского страхования. И дальше, и более того, сейчас и трансплантация тоже почки тоже погружена в ОМС. И да, вот такое окно возможности есть после реализации этих протоколов и ратификации. В этом направлении тоже будет проводиться огромная работа, она очень большая. Поэтому мы хотим, чтобы, если наши граждане, которые имеют российское гражданство по полису ОМС, понятно, что там есть определенные критерии, которые должны соблюдаться. Это мы в рабочем порядке отдельно проговорим, но я хотел бы отметить, что этот вопрос уже стоит у нас на повестке, и мы этим вопросом плотно занимаемся. А для тех, у кого нет российского гражданства, условно говоря, если есть наши граждане, которые имеют только абхазское гражданство, сегодня по закону в Российской Федерации только можно родственную пересадку делать. В этом направлении завтра у нас будет большое совещание, мы пригласим руководителей наших центров по гемодиализу, переговорим с родственниками, если у кого-то из родственников так желание помочь своему очень близкому человеку, который находится на гемодиализе, и чтобы произошла трансплантация органа, в частности почки, мы вот в этом направлении также будем активно работать. Также в рамках рабочего визита обсудили и вопросы командировки российских врачей в Абхазию в курортный сезон.
Очень сложный также такой вопрос, как командировка российских врачей в курортный сезон в Республику Абхазия. Мы понимаем, что во время курортного сезона в разы увеличивается количество гостей, в разы увеличивается количество нагрузок на лечебные учреждения, в частности, на Гагрскую больницу, на Республиканскую больницу, на инфекционную больницу города Сухум. Мы видим, что сталкиваемся с проблемами ротавирусной инфекции, как сезонной, как летний, как зимний. Все время у нас есть какие-то вызовы. И вы знаете, что в прошлом году в один из пиков Российская Федерация, благодаря помощи Минздрава России, благодаря командировке российских специалистов, по-моему, в августе месяце было 22 специалиста, которые находились одновременно в разных лечебных учреждениях республики, начиная от Гагры, заканчивая Очимчиров, Итпарчал, Гал. Вот. Сегодня также эти вопросы прорабатываются. Мы готовим график специалистов, которые нам необходимы. Это узкопрофильные специалисты. И, в частности, большой дефицит у нас в республике реаниматологов. Поэтому эти направления также активно прорабатываются. Министр здравоохранения отметил, что благодаря поддержке со стороны российских коллег в стране открыт сосудистый центр, где уже сделано более 188 операций. Кроме того, идет процесс строительства детской республиканской больницы. Гугуца Вардания, Алексей Гухава, Рада Гвинджи, Абхазское телевидение.